В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Правительство России направит на поддержку аэропортов Крайнего Севера более 117 миллионов рублей. В их числе и аэродромы в Якутии. Узнаем подробности. Срок окупаемости моста через Лену составит 15-20 лет. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Навигацию для маломерных судов закрыли в Якутии. Выход маломерных объектов на водные объекты категорически запрещен. Более 117 миллионов рублей дополнительно направят из федерального бюджета на поддержку аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Распоряжение об этом подписано правительством. Финансирование будет направлено на обеспечение работы 33 аэродромов гражданской авиации и посадочных площадок в Якутии и Магаданской области. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера» получит субсидии в рамках реализации проекта обеспечения доступности услуг воздушного транспорта, который является частью государственной программы развития транспортной системы. Глава Якутии Айсан Николаев и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетили строительную площадку Ленского моста. На сегодняшний день готов один из кафедрамов. Это фундамент под пилон, таких запланировано 3. Первая опора моста монтируется, в течение месяца она будет уже возведена. Помимо этого, строители приступили к монтажу второго кафердама диаметром 46 метров, в котором будет порядка 208 свай высотой 17,5 метров. Монтаж будет выполнен до начала следующей навигации. Планируется, что в следующем году будут погружены в воду эти 2 кафердама. Для спуска кафердамов уже готовы стапельные пути, выставлены лебедки, тяговые, тормозные. Соответственно, ведется обустройство причальной стенки. И, нужно сказать, в следующем году еще также будет установлено около 7 опор и около 5 пролетных строений, уже соединяющих эти опоры. После завершения соревновательной части турнира по боевому снайпингу на полигоне Сулус все еще свистят пули. После стрелков меткость на дальних дистанциях испытали руководители регионов Дальнего Востока. Как прошел военно-полевой семинар для глав субъектов, знает Эржена Гармаева. Еще вчера полигон Сулус принимал участников турнира по боевому снайпингу. Ну а сегодня здесь неожиданные гости. На огневой рубеж вышли руководители регионов Дальнего Востока, чтобы узнать, кто же самый меткий губернатор. Но прежде главам субъектов прочитали краткий теоретический курс, а закрепили знания на практике 15 человек. Для прохождения квалификации участники должны были покорить мишень на расстоянии в 600 метров, что оказалось посильной задачей для всех губернаторов. 600 метров-то мы тоже не стреляем, мы просто дальше стреляем здесь на полигоне. Это было немножко необычно. Первые 2 выстрела положил в одну точку, пришлось поэтому с выносом вообще стрелять слева вне габаритов, видите, поэтому и попал. Ветер он гуляет, и это, кстати говоря, все отмечают особенность нашего полигона. Здесь всегда ветра меняются, и вот как раз здесь нужно понять, угадать под ветер, под меняющуюся обстановку ветровую. Настоящая борьба развернулась после квалификации. Во втором этапе участникам дали 5 минут и 6 пуль. Фиксированной мишени не было. Расстояние каждый выбирал сам для себя. Лучший результат показал генерал-лейтенант Михаил Носолев. Он поразил цель на дистанции в 1500 метров. А среди глав регионов самым искусным стрелком стала Мария Костюк, новоизбранный губернатор Еврейской автономной области. У вас прекрасный полигон и замечательный инструктор Сергей, поэтому не могло не получиться. Вот и все. Ну и потом группа мужчин, и губернаторский корпус, он же в основном мужской. Если соответствовать надо везде и во всем, мы стараемся, мы работаем над собой. И даже превосходить. Главное, что получилось теперь в развитии Еврейской автономной области. Это же будет основной критерий и основной показатель твоей деятельности. Руководители регионов успели не только посоревноваться, но и оценить сам полигон Сулус, уникальный по возможностям и инфраструктуре. Полигон организован очень хорошо. Это, наверное, один из лучших полигонов. И видно, что он находится в стадии развития. То есть идут этапы развития. Видно, как обустраиваются все новые площадки, все новые дистанции. Мне еще впечатлили, конечно, инструктор, который здесь работает, который знает свое дело, профессионал высокого класса.
и могут подсказать, помочь. Помимо семинара, прямо на полигоне прошло заседание Совета ДФО. Под председательством Юрия Трутнева руководители регионов обсудили ход работ по восстановлению подшефных пунктов на новоприсоединенных территориях. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии установлены сроки закрытия навигации для маломерных судов. 7 октября этого года навигация закрывается на территории всей республики. Возникает риск перемораживания деталей двигателя, возможность угодить в затор и оказаться в экстремальной ситуации. Всем жителям Якутии важно помнить о безопасности в период ледообразования. При этом ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. 7 октября навигация для маломерных судов закрыта на всей территории Якутии. На водоемах республики образовываются забереги, в северных и арктических районах Сала, средний, густой шугоход и неполный ледостав. В группе риска находятся рыбаки, охотники, судоводители, водители снегоходов и дети. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители несут административную ответственность. Нарушение правил эксплуатации судов влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Более 700 миллионов рублей было украдено у жителей Якутии в этом году в ходе деятельности телефонных мошенников. Пострадали порядка 1700 граждан. Для предупреждения населения об опасности телефонных аферистов правоохранительными органами постоянно ведутся профилактические мероприятия. Так, в Якутске сотрудниками полиции регулярно проводятся выезды на людные площадки, а также поквартирный обход жителей. Они ведут профилактические беседы и распространяют информацию о возможных схемах обмана. Известные схемы есть 4. Это продление услуг связи в данное время в республике, продление услуг связи, инвестиции, звонок сотрудника энергосбыта и звонок сотрудника Почты России. Якобы вот представляются с Почты России, звонят и говорят, что на ваше имя поступило письмо от налоговой. Вот вам необходимо продиктовать код, чтобы курьер вам доставил это письмо. А на самом деле этот код является с госуслуг. Через этот код они вводят госуслуги и взламывают личные данные и берут кредиты. Ежегодно отмечается Международный день белой трости, символ незрячего человека. В Верхневилюйске сейчас проводится акция «День безопасности». В связи с тем, что, возможно, паромная переправа может завершиться, эту акцию начали на неделю раньше, чтобы участники смогли приехать из заречных наслегов. Совместное мероприятие организовали сотрудники противопожарной службы и общества слабовидящих и слепых. Гостям пожарной части рассказали про технику безопасности, объяснили, как действовать в случае возгорания, а также осветили свою работу. Также рассказали про систему оповещения АДПИ и показали, как работает огнетушитель. Вот. Что нужно делать. Ну, все довольны, всем как-то по-новому, и у нас тоже по-новому. У нас первый опыт совместно с социальной сферой. Детский сад в Горном районе, введенный в эксплуатацию в 1988 году, простоял 38 лет без капитального ремонта. Благодаря федеральной программе в размере 45 миллионов рублей и муниципальному финансированию в 4 миллиона детский сад был полностью обновлен в соответствии со всеми требованиями. Стал красочным, чистым, светлым и теплым. Сам детский сад сегодня активно занимается брендированием, стремится внести свой уникальный стиль, украсить пространство, что сразу же дарит детям и родителям теплые и приятные ощущения, как только они попадают внутрь. Наши подрядчики сделали очень качественную работу. Мы очень рады этому. Все условия, которые требуют по Санпину, например, да, по антитеррористической защищенности, по пожарной безопасности, все условия они
очень качественно сделали, выполнили. Мы очень рады этому. Созданы все условия работы для работников, для воспитателей и, конечно, для детей. В Мегино-Кангаласском районе во второй половине прошлого века на протяжении ряда десятилетий действовало одно из крупнейших предприятий в сфере услуг и обслуживания населения – промкомбинат, который сегодня отмечает свое 85-летие. В соответствии с требованиями организации на сегодняшний день сохраняется не только ее название, но и площадь. Направление деятельности меняется, расширяется и дополняется. Учебно-производственный центр УПЦ входит в состав образовательного учреждения. Как и у каждого человека, у организации есть своя специфика. В основном на муниципальный заказ обеспечиваем школы, детские сады. Кадрами обеспечены, молодежь работает, оборудованием, да, мы обеспечены. У нас имеется оборудование и от старого промкомбината, и закупаем тоже различные новые оборудования. У нас есть станки с ЧПУ, фрезерный станок и станок с ЧПУ лазерно. В Якутске представили видеомемуар «Наследие в сердце» к 125-летию Сергея Зверева. Картина раскрывает жизнь и творчество его дочери Варвары Ивановой Зверевой, которая делится воспоминаниями об отце и семейными историями. Проект направлен на сохранение культурного наследия и увековечивание памяти выдающихся представителей культуры республики. Сам видеомемуар можно посмотреть на сайте и в телеграм-канале Музея музыки и фольклора народов Якутии, а также в свободном доступе на просторах интернета. По инициативе создателя нашего музея Аизы Решетниковой с 2005 года у нас действует проект под названием «Видеомемуары известных деятелей культуры и искусства Якутии». В этом видеомемуаре рассказывает Варвара Сергеевна Иванова-Зверева о своей жизни, об отце, о его деятельности. И как раз в этом фильме использованы фотографии, архивные видео из ее личного архива. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.